Сигудек сегодня, конечно, является наиболее древним инструментом. Почему? Да потому что все струнные инструменты, они являются, как бы, так сказать, все-таки производными от охотничьих инструментов все-таки. Это лук, вот, от тетивы, то есть натяжение. Мы же каждый раз вот в детстве, когда мы брали вот эту вот тетиву, когда мы ее натягивали, отпускали, слушали звуки вот этой тетивы. Насколько она изящно звучала, насколько она мелодично звучала. В одном из самых таких примитивных вот таких вот инструментов, вот этот сам форм, он сегодня не совсем готов для концертного исполнительства. Ну вот он такой самобытный. И я думаю, что вот эта вот самобытность проявляется в чем? В том, что здесь вырезанный корпус. По краю он вырезан, и затем сверху уже наложена дека. И снизу также вот так вот сам нижний. Ну, а вот эти вот гриф, естественно, он здесь традиционен. То есть грифы были очень достаточно такие длинные, они не предусматривали исполнительство, такое вот виртуозное исполнительство, как на скрипках. Это просто были бытовые такие инструменты, которые использовались на каких-то увеселительных мероприятиях, там на праздниках, на церковных праздниках, языческих праздниках использовались в танцах. А так, на самом деле, конечно, мало было исполнителей. Вот такой вот смычок. Вот такой смычок. На этом смычке, конечно, невозможно играть какие-то виртуозные произведения. Почему? Потому что он... Вот, то есть смычок, он сваливается, он не успевает выдерживать вот ту вот амплитуду. Ну и так далее.